Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. 7 пунктов временного размещения людей подготовили к весеннему паводку в Татинском Улусе. Сколько населенных пунктов могут попасть в зону затопления? В Покровске провели культурный субботник. Трудовые коллективы города к празднику решили привести в порядок территории городских памятников. Дню охотника в Алекминском районе посвятили традиционные соревнования. Добавились новые этапы. Расскажем подробности. Семь пунктов временного размещения людей подготовили к весеннему паводку в Татинском районе. Там в зону затопления, по прогнозам, могут попасть 5 населенных пунктов. Как сообщил глава района Михаил Соров, сегодня идет усиленная подготовка к предстоящему паводку. В Улусе подготовили 7 пунктов для временного размещения людей. Этой весной в Татинском районе толщина снега из-за обильных осадков превышает норму. Особую настороженность вызывают малые реки. На случай затопления жилых территорий в районе созданы 7 пунктов для временного размещения. Главы наслегов запаслись продуктами питания и вещами первой необходимости. Подготовлены места для отгона скота, корма также запасены. Тем временем на реке Вилюй закрыта ледовая переправа. С сегодняшнего дня по ледовым переправам под селами Верхневилюйск и Кюндяди запрещено движение для всех видов транспортных средств. Такое решение приняли в связи с устойчивой теплой погодой и ухудшением состояния проезжей части. Сегодня 18.04.2023 год. Закрытие переправы через река Вилюй, село Кюндяди. Потом на Верхневилюйске тоже закрывается сегодня, 18-го, одновременно. В прошлом году, 15 апреля 2022 закрыли, а сегодня 18-е. День памятников и исторических мест отмечают во всем мире. Сегодня в Покровске Дню памятников посвятили культурный субботник. Трудовые коллективы города решили привести в порядок территории городских памятников. Например, работники библиотеки провели уборку в сквере братьев Ксенофонтовых. Работники спорткомплекса организовали субботник возле бюста генерал-майору Андрею Притузову. Немалое количество людей было занято на уборке территории дома-музея Григория Орджоникидзе, который должен пройти процедуру реставрации. В этом году этот памятник федерального значения будет реконструирован. И уже вот с мая месяца начнутся реконструктивные работы по восстановлению памятника. Приедут специалисты и будут работать. И до конца года должны включить в работу этот памятник, открыть. Сегодняшняя уборка – это подготовка к предстоящим работам, когда приедут специалисты. Бойцы стройотрядов бесплатно осваивают профессию монтажника связи. Краткосрочный курс организовали в Якутском колледже связи и энергетики. В этом году учебное заведение получило грант российских студотрядов и Министерства науки и высшего образования России. На сегодняшний день учатся 15 бойцов из числа студентов колледжа. Курсы разделены на теоретическую и практическую часть, а учебная программа в общей сложности включает 105 часов. Отметим, что монтажник связи – одна из востребованных профессий, поэтому после окончания дополнительной учебы бойцам студотрядов выдается свидетельство. Конечно же, большой объем времени уделяется монтажу оптики. Они научились уже монтировать оптические кабели, выполнять сварку волокна, монтаж муфт оптических, шкосов. И сейчас мы перешли к блоку монтажа MIDI. Они учатся монтировать патч-панели, кейстоны, телекоммуникационные розетки и тестировать после монтажа свою работу. 70 лет исполнилось со дня образования отдела культуры в Горном Улусе. В честь юбилея в селе Бердигистяк в течение дня прошли торжественные мероприятия. За эти годы специалисты отдела культуры провели огромную работу по увековечению выдающихся уроженцев горного района, возрождению и сохранению национальных традиций. За 10 лет Управление культуры и духовного развития трижды стало лучшим в Улусе. Также к юбилею открыли выставку «Традиции. Нить» об истории отдела культуры. Также презентовали книги о фольклористах района.
Я очень рада, что сегодня приехали и наши гости, ветераны культуры, ветераны отдела культуры, которые дали свои молодые годы становлению и развитию культуры Горного Луса. Прибыли наши ветераны библиотечного, музейного дела, детской школы искусств, клубных учреждений. И я думаю, что сегодня будет очень приятные встречи и теплые воспоминания. В Алекминском районе уже традиционно провели День охотника. В этом году это 19-е ежегодные игры охотников и рыбаков в районе. Добавились новые этапы для выявления лучшего. Это подледная рыбалка, бурение лунки на скорость, стрельба из пневматической винтовки и лука, метание копья, борьба на выживание, искусство приманивания духовым манком и многое другое. Также на этих играх было много участниц женщин, которые в некоторых дисциплинах не уступают мужчинам. По итогам соревнований выявлен абсолютный чемпион, которому достался спецприз 50 тысяч рублей. Каждым годом количество участников увеличивается. Это радует, хороший показатель, так как у нас здесь не только охотники, любители, но и молодое подрастающее поколение, которое участвует в соревнованиях. Герой среди нас, Амгинская средняя школа номер 2 имени Владимира Расторгуева и военно-патриотический клуб «Молот» организовали военно-спортивные игры. Их посвятили памяти выпускника школы, участника специальной военной операции, героически погибшего при выполнении военной задачи Владимира Милентьева. Еще в прошлом году военно-патриотическому клубу «Молот» было присвоено имя Владимира. По инициативе клуба организованы улусные соревнования, где приняли участие 8 школ района. Участники соревновались в нескольких видах. Это стрельба из пневматического ружья, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами, теоретическая викторина и общая физподготовка. Победителей представит район на республиканских соревнованиях «Снежный барс». Вот соревнование «Герой среди нас» проводится для выявления сильной, дружной и сплоченной команды. В военно-патриотическом клубе мы улучшаем физическую и строевую подготовку. Нас учат к неполной разборке сборки автомата Калашникова 74 и к снаряжению магазина автомата тоже Калашников 74 на 30 патронов. В Верхневилюйском Улусе провели турнир по полевой стрельбе из газобаллонной винтовки памяти кадрового охотника Афанасия Амукчанова. Это был уважаемый охотник, рыболов и человек, который много работал для улучшения сельского хозяйства. Собрались опытные и начинающие спортсмены. Участников открытого турнира разделили на 4 возрастные группы. Всего приняло участие около 70 стрелков. Среди женщин победителями стали Татьяна Кугунурова, Марина Павлова, а среди мужчин меткость проявили Альберт Никитин и Артем Филиппов. Абсолютным чемпионом турнира стала Татьяна Кугунурова. На мой взгляд, соревнования в принципе уже на высоком уровне. То есть всего хватает. Судейская коллегия очень хорошо работает, организаторы очень хорошо работают, участники тоже подготовлены. Но надеюсь, в следующем году наши ребята из нашего села, которые, например, некоторые в первый раз взяли в руки газобаллонную винтовку, подготовятся еще лучше и будут готовы бороться уже за призовые места. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина проводит отбор юных спортсменок для участия в международных спортивных играх «Дети Азии». По итогам контрольных тренировок лучшие гимнастки будут заниматься у именитой спортсменки на олимпийской базе в Новогорске. Подробности смотра в материале Светланы Амосовой. В гимнастическом зале 25-й школы Якутска уже второй день проходят занятия старшим тренером сборной России по художественной гимнастике. В первый день было заявлено около 20 спортсменок, но половина была отсеяна. Сейчас на ковре усердно работают лишь 10 девочек. Юные спортсменки уже несколько часов занимаются с олимпийской чемпионкой под ее чутким руководством. До этого у них прошла разминка, а сейчас они делают акробатические элементы. Здесь важна скорость, потому что в работе с предметами важна каждая доля секунды.
Во время тренировок отрабатываются все упражнения для того, чтобы проверить гимнасток на прочность, выносливость, гибкость и реакцию. Ведь высоких результатов добиваются лишь самые сильные и стойкие спортсмены. Но для этого прежде всего необходим боевой настрой и любовь к этому виду спорта. Нарьяна Петрова начала ходить на занятия с 6 лет. Рассказывает, что сама уговаривала маму записаться в клуб. Сейчас она в числе претенденток на включение в сборную республики. Я очень рада, что я занимаюсь этим видом спорта. Художественная гимнастика именно грации и работа с предметом. Я хочу сюда отобраться на Москву и заниматься там для подготовки к Дети Азии. Ксения Дудкина не просто тренирует и проверяет девочек, но и учит их, дает новые знания, систему. Целью контрольной тренировки является отбор детей для включения в состав групповой команды на игры «Дети Азии», которые пройдут в следующем году в Якутске. Девочки как у нас, средние, но не ниже. Неплохо работает, есть желание, есть стремление. Смотрим пока, кто как выдержит, как реагирует, как слышит. А там дальше будет понятно по возможности, в целом, наверное, человека 4 будет 5. По итогам отбора самые способные и подающие надежды гимнастки поедут в олимпийскую базу в Нагорске Московской области. Там они будут тренироваться на одной площадке со сборной страны в течение всего года. Условия максимально хорошие, максимально для того, чтобы их собрать, чтобы они поняли, как нужно работать, чтобы они смотрели, учились. Это очень важно, ездить, смотреть, потому что они очень редко отсюда выезжают вообще. Поэтому смотреть, учиться, видеть, понимать, как работает сборная, как это все выглядит, как должно выглядеть. Я надеюсь, что для них это очень большая мотивация. Ранее такое в регионе еще не практиковалось, и это первый подобный опыт. По словам президента Федерации художественной гимнастики Республики Людмилы Николаевой, благодаря данному проекту видна помощь региональным федерациям как в подготовке спортсменов, так и в развитии гимнастики в регионах. В течение ближайших дней будет формироваться окончательный список, обсуждаться перспективы развития детей. И по плану к 1 мая они должны тренироваться в гимнастическом центре Москвы. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.